Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Стаханская. Коротко о главных событиях. Глава региона вручил 35 якутянам государственные награды, награжденными по праву гордится вся Якутия. На повестке вопросы эффективного взаимодействия. Айсен Николаев встретился с начальником Дальневосточного банка России Ириной Карлашин. Памятник Ленину вернется на свое законное место. Монумент планируют вернуть на площадь уже 4 ноября. В Якутске распахнула свои двери школа креативных индустрий. Расскажем, кто и чему будут обучаться в этой школе. Уникальные ручные работы мастеров республики. В Доме дружбы народов состоялось открытие выставки вышитых карт гербов «Славься моя Якутия». Состоялось первое заседание 7-го созыва Илтумена. В ходе сентябрьских выборов было избрано 70 народных депутатов, где 33 работали в прошлом созыве, а 37 вновь избранные. Председателем Государственного собрания вновь избран народный депутат от партии «Единая Россия» Алексей Еремеев. За него проголосовал 61 парламентарий из 68. Также избраны новые заместители председателя парламента Якутии. Отметим, что в новом созыве будет 3 должности заместителя председателя, помимо первого вице-спикера. Так, народные депутаты отдали свои голоса за представителей партии «Единая Россия» Юрию Николаеву, Александру Подголову и Афанасию Владимирову. Заместитель, который будет возглавлять комитет по государственному строительству и законодательству, это самый ведущий комитет нашего государственного собрания Илтумен. Второй заместитель будет возглавлять комитет по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Ну и третий заместитель, предполагается, что он будет возглавлять новый комитет, который стоит на повестке дня сегодня. Это по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам патриотического воспитания и делам общественных организаций. Глава республики Айсен Николаев вручил якутянам награды за выдающиеся достижения в самых разных областях и сферах социально-экономического развития республики. Подробности в материале Марферины Алексеевой. Уже по традиции вручение состоялось в зале Республики Дома правительства номер 1. Якутяне удостоены благодарности президента Российской Федерации, Совета Федерации, грамоты главы республики, знака отличия «Гражданская доблесть», государственных премий Якутии. Высшей наградой орденом республики «Полярная звезда» наградили Августину Филиппову. Ее рукотворные костюмы представлялись во многих странах мира. Такой же орден получил Петр Слепцов, доктор филологических наук, который посвятил свою научную деятельность сохранению и изучению якутского языка. Указом президента страны Владимира Путина орденом мужества награжден заместитель командира, начальник штаба батальона добровольческого отряда «Барс-2» Анатолий Зайцев. В первую очередь, это заслуга моих бойцов, моих погибших боевых товарищей. Вчера у нас, как я говорил, уже была годовщина со дня гибели наших ребят. Но в основном это заслуга разведки «Барс-2». То есть я начинал командиром штурмового взвода, потом был командиром разведроты и в дальнейшем уже стал начальником штаба. Власти республики, так же как и народ республики, оказывают огромную поддержку нашим военнослужащим по контракту, мобилизованным, добровольцам. То есть даже когда мы находились в зоне боевых действий, например, все наши заявки выполнялись, то, что мы просили, так сказать, очень быстро и в срок. Глава республики в своей поздравительной речи выразил благодарность и уважение. Главное богатство Якутии – это люди, их творческая созидательная энергия. Каждый человек своим добросовестным трудом укрепляет фундамент благополучия родной республики, отметил Айсен Николаев. Почетные награды также получили труженики в творческой сфере, которые посвятили свои труды сохранению нематериального наследия и национально-культурных традиций. Очень приятно то, что со стороны правительства Илдархана поддерживает народных мастеров. Им стипендии назначают. И Союз художников, очень много художников, молодым надо помогать тоже, потому что обустроиться, иметь мастерскую, это тоже очень хорошо было бы для наших художников. Всего Айсен Николаев вручил лучшим из лучших 35 наград Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск.
В рамках программ по доступности финансовых услуг и повышению финансовой грамотности населения состоялась встреча главы республики Айсена Николаева с начальником Дальневосточного банка России Ириной Карлаш. На встрече были поставлены вопросы эффективного взаимодействия правительства и отделения Национального банка республики в рамках экономического направления. Обсуждались вопросы внедрения цифрового рубля, инвестиций и защиты жителей республики от нелегальных, недобросовестных практик. По итогам встречи решено, в целях достигнутого уровня доступности финансовых услуг для граждан, проживающих в сельской местности, по возможности обеспечить максимальное сохранение точек банковского обслуживания, продолжить взаимодействие с Банком России в рамках стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Только жители республики получают возможность и доступ к финансовым сервисам, в первую очередь это удаленные сервисы через интернет, сразу же необходимо им получать соответствующие знания о том, как защитить свои средства от посягательства мошенников. Поэтому все задачи, которые поставлены, они будут выполнены, и здесь руководство региона вместе с Банком России будет работать и дальше на решением этих вопросов. В рамках работы председателя Единого координационного центра Андрея Федотова в Якутске состоялся прием граждан по личным вопросам. Основной темой обсуждения вопросов стала тема специальной военной операции. Граждане Якутска задавали вопросы, начиная от дополнительного оснащения и обмундирования, заканчивая государственными и социальными выплатами. В том числе вопросы по без вести пропавшим и опознанию погибших. В рамках этого приема было принято около 20 человек. Все озвученные вопросы якутский штаб возьмет под контроль. Связь с присутствовавшими гражданами будет поддерживаться еженедельно, пока вопрос не будет удовлетворен. Есть вопросы, которые сложные, которые непосредственно решаются комиссионно в взаимопомощи органов государственной власти и общественности в том числе. Есть вопросы, которые апробируются впервые, вообще впервые, то есть вопросы, которые отдельная компетентная структура не решает. В связи с этим Единый координационный центр делает взаимосвязь разных государственных структур, чтобы поэтапно эти вопросы решались. В Якутии продолжается работа по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей. По последним данным Службы занятости республики, с заявлениями о трудоустройстве обратились 209 человек. 111 трудоустроены, 63 пройдут профессиональное обучение. 28 участников СВО в дальнейшем будут трудоустроены в промышленные компании республики, а пока проходят обучение по таким востребованным направлениям, как водитель погрузчика, машинист бульдозера, машинист экскаватора и слесарь КПА. Также некоторые участники СВО обучились предпринимательской деятельности. Двое из них открыли свое дело по специальностям охранник и медицинская сестра. Мерами государственной поддержки в части организации профессионального обучения охвачено 35 членов семей участников специальной военной операции по таким программам, как медицинская сестра, основы предпринимательской деятельности, охранное дело. На сегодня из числа завершивших обучение 11 человек трудоустроено, 5 человек оформляют документы на получение финансовой помощи по организации самозанятости. Роспотребнадзор в этом году заявил о расширении территории распространения клещевого энцефалита в регионах, для которых эта инфекция прежде не являлась типичной. Нерюнгринский, Алданский, Ленский и Алекминский районы республики, на которых была выявлена инфекция, в этом году ранее отсутствовали в списке типичных районов, характерных для распространения клещевого энцефалита. Но благодаря проведенным профилактическим мероприятиям, среди которых обязательная вакцинация и обработка территорий, ситуация с укусами клещей в этом году в Нерюнгринском районе осталась на уровне прошлого с незначительным превышением. Прививочная кампания в этом году прошла относительно спокойно, в той части, что среди запланированных лиц, которые подлежали обязательной вакцинации, это работники, работающие на открытых территориях, были вакцинированы практически все граждане. Причем прививочная кампания проходила как в рамках национального календаря прививочного, то есть за счет федерального бюджета, за счет поступающей вакцины на территорию нашего района, так и за счет собственных средств различных предприятий, которые пользуются услугами своих работников на открытых территориях.
Возвращение памятника Ленину на свое законное место на одноименной площади Якутска, несомненно, можно считать одним из самых ожидаемых событий этого года. Вот уже 55 лет монумент стоял в условиях вечной мерзлоты, и настало, наконец, время провести не мелкие косметические работы, а полноценную реставрацию. О ходе работы узнаем в нашем следующем сюжете. К 2016 году значительно поднялись дороги, и вода начала подмывать памятник. Все это привело к его накренению. В 2018 году были выделены средства на исследование и разработку проектной документации. Состояние памятника оказалось хуже, чем предполагалось изначально, и вокруг Владимира Ильича оперативно установили ограждение. Ночью 14 июля 2022 года начались реставрационные работы. В прошлом году в основном были проведены работы по демонтажу и работу по сваям. Тут надо сказать, что в свое время, когда памятник Ленину делали, это на 6 метров котлован вырыли и, соответственно, туда поставили эти сваи на подушках. Всего около 40 свай было. И, соответственно, в прошлом году вот эти заново надо было вот эти все разобрать и поставить новые сваи. В этом году началась реставрация, самого уже восстановления вот этих, самого постамента. Сейчас основные работы идут. В самом начале подготовки выяснилось, что большая часть документов была утеряна. Из-за этого пришлось все делать практически с нуля. Так, например, не было известно, что находится под монументом – забетонированное поле или сваи. Как оказалось, последнее. Все это натолкнуло службу государственного заказчика на заложение капсулы времени с проектно-сметной документацией, фотоотчетом всего процесса и именами всех его участников, чтобы упростить работу будущих реставраторов. А пока студия подрядчик с лицензией на ремонт памятников культуры наносит последние штрихи. У нас сейчас вот как раз последние штрихи бетонных работ. Сегодня заливаем, и уже на следующей неделе или к концу недели уже начинаем, уже в художественных работах. Это у нас получается облицовка гранитных материалов. Сначала постамент укрепят цементом, а после перейдут к сбору гранитных плит, большая часть которых в ходе демонтажа была повреждена. Такие же более не выпускаются. Сошлись на решении в основании использовать как уцелевшие материалы, так и с боковых конструкций. Во всем остальном будут установлены новые плиты, заказанные в Санкт-Петербурге, очень похожие, лишь с небольшими изменениями. По самому памятнику Ленина проведены работы по пескострую. Пескострую имеется в виду, песком моют, потому что памятник очень грязный был, там птичий помет, годами за 55 лет очень много грязи накопилось. Сейчас он уже почти такой светлый, такой бронзового цвета стал. После этого, его будет, по-простому сказать, лакирование, да, и цветом тот же, как старый был цвет, такой синий-темный, такого цвета будет. Из интересных моментов истории памятника можно отметить 10 лет одной лишь подготовки к установке бронзового Ленина. Конструкция большая, постамент высотой 8,5 метров и скульптура в 6. Исследование и качественное проектирование способствовали долгим 55 годам, в течение которых Владимир Ильич твердо стоял на вечной мерзлоте. Также ожидалось, что памятник по весу составит порядка 15 тонн. Однако в ходе исследований перед демонтажом оказалось, что скульптура полая и весит лишь 5 тонн. Осталось лишь дождаться конца октября, начала ноября, когда на площадь вернется главный монумент нашего города. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Жители села Хатассы с нетерпением ждут окончания строительства большого спортивного комплекса. Здание строится к международным играм «Дети Азии». Готовность на сегодняшний день составляет 75%. На объекте подключено отопление, идут сварочные работы по сантехнике, заканчивают проведение электрики. Общая площадь спортивного комплекса охватывает 14 тысяч квадратных метров. Здесь школьники будут заниматься баскетболом, волейболом, лыжами, а на втором этаже будет борцовский зал. Ну а на площадке бригады сейчас делают беговой стадион длиной в 200 метров. Начало строительства было позапрошлом году. Первый этап был установки свай. Сваи отстоялись год. И с прошлого года мы начали уже непосредственно приступили ко всем работам по установке каркаса и вертикальной планировке, благоустройства территории. Сдачу планируем к ноябрю месяцу, как по контракту. Остались работы по укладке асфальта. В ближайшие дни будем асфальтировать проезды и парковки. По внутренним работам остались малярные работы. С 2020 года в России открываются школы креативных индустрий. Началось все с Кемеровской области. И ежегодно новые школы появляются в субъектах страны. Сегодня свои двери распахнули классы школы креативных индустрий, которые располагаются на базе Якутского художественного колледжа и колледжа культуры и искусств. Кто и чему будет обучаться в этой школе, расскажет Александр Хавренко. По итогам 2022 года Якутия признана лидером среди всех регионов страны по развитию креативной индустрии.
Закреплять и усиливать позиции республики на этом поприще в будущем будут выпускники школы креативных индустрий. Около 90 миллионов рублей в качестве гранта выделило Министерство культуры России на создание школы в Якутии. То вот эти ребята, которые придут в наши колледжи учиться, это наши будущие студенты нашего учебных заведений, это будущая креативная индустрия нашей Якутии. 60 новых, молодых дополнительных образований здесь школьников нашей республики здесь будут учиться, и 60 будут учиться в колледже культуры имени Аграфены Макаровой. Это 120 человек, будущее нашей креативной индустрии нашей республики. Это будущая наша гордость. Это те люди будут создавать новые достижения таланта в музыке, в дизайне, в 3D-программировании. Среди школьников Якутска был проведен конкурс, и лучшие из лучших удостоились права пройти обучение в школе креативных индустрий под руководством опытных наставников. Преподаватели у нас и есть, которые закончили художественное училище, также в свое время потом учились на дизайнеров, на фото-видеооператоров, на фото-видеомонтаж. Вот. И они имеют опыт работы. Ну, вообще команда опытная и креативная, и я думаю, что детям будет интересно. Школа креативных индустрий предлагает обучение по направлениям операторского искусства, монтаж, анимация, 3D-моделирование, дизайн, звукозапись. И, возможно, через несколько лет именно выпускники этой школы внесут весомый вклад в развитие креативной экономики региона. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. В память Михаила Николаева, первого президента республики, в городах Южной Якутии был организован музыкальный экспресс. Большое мероприятие в рамках проекта «Музыка для всех» в год педагога и наставника включило в себя мастер-классы, концерты и встречи специалистов школ искусств. Ирина Жданова продолжит тему. Михаил Ефимович Николаев был не только первым президентом Республики Саха-Якутия, но также автором такого проекта, как «Музыка для всех». Южный музыкальный экспресс начался с города Алдана, прошел в Нижнем Куранахе, в Тамоте и сейчас проводится в Нерюнгри, в детской школе искусств. Занятия с ведущими музыкантами республики для учащихся – это новый опыт, новые знания и, конечно, поддержка. Такие мастер-классы прошли по направлениям фортепиано, хореография, народные инструменты, вокальное и хоровое искусство. Проект «Музыка для всех» он дает всестороннее развитие наших детей и охватить именно музыкой всех детей. Должны охвачены все дети музыкой. Для работы в Южной Якутии приехали представители Высшей школы музыки, филармонии, Целевого фонда будущих поколений Якутии, балетной школы, которые поделились опытом, провели просмотр желающих заниматься искусством детей и рассказали о себе. Я с детства очень активный ребенок, люблю танцевать, петь, всегда хожу на спектакли в наш театр и всегда была тяга к танцу. И мама отдала меня на балет, и мне очень нравится сейчас учиться. Для педагогов школы искусств, учителей средних образовательных школ и музыкальных руководителей детских садов были организованы курсы повышения квалификации на тему «Современные и инновационные методы обучения музыкального образования детей» по проекту «Музыка для всех». Отметим, что в этом году исполнилось ровно 10 лет со дня образования проекта, инициатором которого выступил Михаил Николаев. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а в Доме дружбы народов состоялось открытие выставки вышитых карт и гербов «Славься, моя Якутия». Мероприятие приурочено ко Дню государственности республики. Организатором выставки выступил Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Семек». На выставке представлены уникальные ручные работы мастеров Якутии. Подробности в следующем сюжете. Вышитая карта Якутии действительно огромная. Ее размер составляет 210 на 210 сантиметров. Кропотливая работа длилась целый год. Над ней работали лучшие мастерицы республики. На карте по периметру расположены 5 экономических зон республики. Центральная, южная, восточная, западная и арктическая. Вышитая карта республики сделана в рамках проекта «Вышитая карта России», где приняли участие 82 региона страны.
В 2023 году мы объявили по всей республике конкурс на вышитую карту республики и приняло участие, 7 проектов нашей карты, где победителем стала карта, вышитая карта Якутии, где руководителем является Людмила Петровна Жиркова. Я считаю, что это очень уникальный, очень красивый проект Российской Федерации, где, представлены все народы многонациональной нашей Родины России. На конкурсе было представлено всего 7 карт республики, вышитых мастерами из Намского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского районов и Якутии. Людмила Жиркова поделилась, что целью данной карты является показ уклада жизни народов, проживающих в суровых климатических условиях. По периметру карты выполнены орнаменты большинства народов, которые проживают на территории республики. Хотели отобразить и отобразили именно жизнь тех коренных народов Якутии, которые проживают в этих территориях. Поэтому у нас получилась очень интересная такая карта, в которой мы по 3 направлениям отобразили богатство, природные ресурсы республики, дальше этнический состав населения. И как раз именно последний – это самобытный уклад тех народов, которые проживают в этих экономических зонах. Выставка «Славься, моя Якутия» будет проходить с 25 сентября по 8 октября в галерее национальных культур Дома дружбы народов. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Спортсмены из республики завоевали 6 медалей разного достоинства на чемпионате России по быстрой и молниеносной игре. В подмосковном поселке Покровское с 23 по 24 сентября прошли программы по быстрой и молниеносной игре в рамках чемпионата России по русским шашкам. В данное время проходят предварительные раунды классической программы среди мужчин и женщин. Якутию представят 8 спортсменов и 15 спортсменок. Победителей объявят в субботу, 30 сентября. Между тем, в полную силу заработали спортивные объекты города Алдана. Бассейн и крытый каток наполнились эмоциями и голосами детей и взрослых. Тему продолжит Руслан Павлов. С начала учебного года физкультурно-оздоровительные комплексы города открыли двери для спортсменов и любителей здорового образа жизни. Кто-то с головой окунулся в тренировки, а кто-то встал на путь равновесия и скольжения. Все объекты открыли свои двери с 1 сентября, как для занимающихся, как для спортсменов, так и для населения. То есть вы можете воспользоваться услугами физкультурно-оздоровительного комплекса с катком, спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик», главного корпуса, лыжной базы. Надеемся, что погода не подведет, и где-то с середины октября запустим лыжные трассы. И ориентировочно с начала ноября горнолыжный комплекс. На обоих объектах в полную силу заработали секции. После длительного летнего отдыха дети и подростки, соскучившиеся по друзьям и нагрузкам, с рвением приступили к работе. Наибольшим спросом у нас, конечно, пользуются традиционно плавание и массовое катание на коньках. Но и секции как по плаванию, так и по хоккею функционируют. Лыжники на данный момент без снега занимаются кроссовой подготовкой, имитационными, лыжроллерами до недавнего времени занимались. То есть все, что должно работать, все работает. Сама школа Олимпийского резерва также начала новый учебный год. Лыжники и биатлонисты пока тренируются по летней программе. Впрочем, в первой декаде октября синоптики обещают снег, а Алданский лыжно-биатлонный комплекс уже готовится к встрече спортсменов из российской и белорусской сборных по данным видам спорта. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.